В ту эпоху казалось, что Сталин вечен. Вождь был мерилом всего. Сталинская индустриализация и коллективизация. Сталинская Великая Победа, сталинские пятилетки, сталинские высотки в Москве и многих крупных городах Советского Союза. Но 5 марта 1953 года огромная страна оцепенела. Умер председатель Совета министров СССР, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Тогда это стало общей трагедией. Кому-то было страшно, кому-то тревожно, кому-то радостно. Спустя много лет мы называем это началом эпохи великих перемен. В пятницу 6 марта 1953 года газеты всей страны вышли с единой передовицей. Траурная рамка, портреты вождя и сообщения о смерти с формулировкой «после тяжелой болезни». В едином печальном порыве весь советский народ прощался со Сталиным 3 дня. 9 марта на Красной площади в Москве состоялись похороны. Тело вождя было помещено в мавзолей. В 12 часов над Кремлем прогремел артиллерийский салют, и затем траурный марш, гудки промышленных предприятий и 5 минут молчания во всей стране. И затем, под торжественный гимн Советского Союза, над Кремлем подняли приспущенный после смерти Сталина государственный флаг. Прошло всего несколько месяцев, и общественно-политическая ситуация начала меняться. В сентябре 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущев. В 1956 году на 20-м съезде КПСС он выступил с докладом о культе личности и его последствиях, в котором развенчал деятельность Сталина. В советской Татарии, как и во всем СССР, началось новое время, которое позже станут называть оттепелью. И одним из главных в этой оттепели для миллионов людей стал процесс реабилитации политических осужденных. Открываем просто любой из 26 томов политических репрессий, только Республики Татарстан. И просто как пример. Исмагилов, Карам Исмагилович, 24-го года рождения, Черемшанский, тракторист, арестован 17 февраля 50-го года за клевету на избирательную систему и правительство. Осужден на 8 лет. Ну вот скажите, пожалуйста, отец семейства, тракторист, он что, не нужен был государству? В 50-м-то году молодой, крепкий, 25-летний паренек не нужен был колхозу? Что было так много трактористов у нас на селе в Черемшанском районе? Да нет, конечно. Просто дело в том, что, видимо, этот юноша, может быть, даже вернувшийся с фронта, вполне возможно, что он успел повоевать, сказал буквально пару слов каких-то о налоговой политике правительства после войны. И таких судеб в книге памяти Республики Татарстан тысячи. Тех, кто был арестован и осужден именно по политическим статьям, то есть за антисоветскую деятельность, агитацию и пропаганду. А еще были крестьяне, рабочие, представители интеллигенции, которых на закате сталинизма наказали по так называемым уголовно-административным статьям. За опоздание на работу, нарушение паспортного режима, за колоски, унесенные с поля. Ну вот здесь я специально проследил до 54-го, буквально до смерти Сталина. И вот самая страшная статистика – это, конечно, смерть в заключении на территории нашей республики. Только здесь, в Татарстане,
в тюрьмах и лагерях с 45 по 53 год умерло 2256 человек. Это все советские граждане, большинство Республика Татарстан. За 9 лет 2250 человек умерло. Это не расстрелянные, это только умершие. Расстрелянных я сейчас не считаю пока. Это отдельная история. И вот почему, даже вот по годам смотришь, в 45-м 858 человек, в 48-м 250, в 53-м 67, ну, чуть поменьше. Уже начали кормить хотя бы, видимо. Но статистика эта, конечно, удручает. За все годы репрессий, которые нам удалось вот здесь осветить, на территории республики умерло в заключении 23 637 советских граждан. Это что касается непосредственно смерти в тюрьме и в лагерях. Среди тысяч и тысяч граждан советской Татарии, честное имя которых было возвращено после смерти Сталина, особое место занимает поэт Муса Джалиль. В немецком плену в тюрьме Моабит на обрывках газет, на маленьких листах бумаги он писал пронзительные стихи о родине, о любви, о жизни. Перед казнью в 1944 году поэт попросил своих товарищей по заключению сохранить эти самодельные блокноты размером с детскую ладошку. Но больше, чем неизбежная смерть, Мусу Джалиля тревожила мысль о том, что на родине его могут посчитать предателем. «Нет, врешь, палач, не встану на колени, хоть брось в застенки, хоть продай в рабы. Умру я стоя, не прося прощения, хоть голову мне топором руби». Опасения Мусы Джалиля оправдались. В 1946 году Министерство госбезопасности СССР завело на него разыскное дело. Он обвинялся в измене родине и пособничестве врагу. В апреле 1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. Произведения поэта запретили публиковать, близких вызывали на допросы. Компетентные органы предполагали, что он не был казнен, а может находиться на территории Германии и вести антисоветскую деятельность. В 1947 году из советского консульства в Брюсселе в СССР прислали блокнот со стихами. Это были произведения Мусы Джалиля, написанные в моабитской тюрьме. Блокнот вынес из тюрьмы сосед поэта по камере, бельгиец Андре Тиммерманс. Еще несколько блокнотов передали бывшие советские военнопленные. В итоге 2 блокнота, содержавшие 93 стихотворения, попали в руки поэту Константину Симонову, председателю Союза писателей СССР. Когда умер Сталин, перевели эту значительную часть моабитских тетрадей и послали ее Симонову, как председателю Союза писателей СССР. В это время Хрущев вызвал Симонова и говорит: вот мне подкинули книжку, значит, «Год с петлей на шее» насчет этого чешского писателя, который погиб, так сказать, спасая там своих учеников. А у нас такие есть, вот, ну как, говорит, вот Муса Джалиль. Вот, говорит, стихи. Хрущеву это очень понравилось. И через день он его реабилитировал. Вскоре моабитская тетрадь была издана отдельной книгой. И голос его зазвучал на весь мир. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» Муса Джалиль был удостоен Ленинской премии, за исключительную стойкость и мужество звание Героя Советского Союза. И те, кто писал о нем дурно, вдруг стали все его друзьями и стали писать о нем положительно. Открыт памятник Мусе Джалилю. С именем поэта-героя связан расцвет не только татарской поэзии, но и театра, музыкального искусства. Политические изменения шли параллельно с экономическими и социальными преобразованиями. В 50-е и 60-е годы ТССР стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов Советского Союза. Большая нефть, как ледокол, прокладывала дорогу новым отраслям. Развивались нефтехимия, машиностроение, авиастроение и многое другое.
менялся не только промышленный рельеф, но и настроение людей. В истории СССР вторая половина 50-х, начало 60-х годов стала временем крупных социальных реформ. Были отменены обязательные государственные займы, все виды платы за обучение в средних и высших учебных заведениях. В этот период завершился перевод рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю. По новому закону о государственных пенсиях их размер для рабочих и служащих повышался в 2 раза. Благодаря изменениям в аграрной политике несколько увеличились и доходы колхозников. Хрущевское время, оно очень интересно отразилось на республике, потому что тут вот с одной стороны, бедствия, которые Великая Отечественная война, в общем-то, как сказать, принесла всему народу, они как-то стали немножко забываться. Выросло новое поколение людей, которые уже не помнят или плохо помнят. Поэтому, если говорить вот о обстановке в обществе, республика вот за это вот хрущевское десятилетие очень много получила, новых каких-то и предприятий. Были открыты новые культурные заведения. Например, 1957 год, Дни Республики Татарстан в Москве. Очень мощное мероприятие. Приезжали многие наши коллективы, и творческие коллективы. Были спектакли на татарском, в том числе, языке. Очень хорошие отзывы. Декады республик в Москве были признанием заслуг на всесоюзном уровне. ТАССР должна была провести это большое мероприятие еще в августе 1941 года, но этим планам помешала война. И лишь в 1957 году столица СССР увидела весь цвет культуры и искусства советской Татарии. Квартира композитора Назиба Жиганова. Эти кадры сняты в период подготовки к декаде литературы и искусства советской Татарии в Москве. К этому знаменательному событию готовились и популярный композитор Салих Сайдашев, и скульптор Садри Ахун, видный писатель Кави Наджми пишет роман «Весенние ветры» о революционном прошлом своего народа. Декада проходила с 24 мая по 2 июня 1957 года. Делегация Татарской АССР в Москве состояла из 30 творческих коллективов, более 1200 человек. Артисты выступали в лучших концертных залах и театрах. В Академии художеств СССР было выставлено более 700 произведений живописцев советской Татарии. Заключительный концерт состоялся в Большом театре. Декада татарской литературы и искусства в Москве прошла с большим успехом. Спектакли, концерты, выставки посетило около 140 тысяч зрителей. После московских гастролей большая группа артистов, композиторов, писателей, художников получила правительственные награды. Композитору Назибу Жиганову было присвоено звание «Народный артист СССР». Татарский академический театр имени Камала был награжден орденом Ленина. Казанский Большой драматический театр имени Качалова – орденом Трудового Красного Знамени. Для татарской культуры и искусства декада стала мощным стимулом для развития. Многие библиотеки и дома культуры получили отремонтированные залы. Казанские театры смогли полностью обновить декорации и костюмы. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля обрел новое здание. В Казани был открыт музей изобразительных искусств ТАССР. Потом, позже чуть-чуть, проходили Дни советской литературы, уже в 60-е годы, Дни советской литературы в Татарстане. Тоже это уже весь Советский Союз сюда приехал. Но это была официальная культура. В то же время мы видим буквально вот из ничего, из каких-то вот маленьких, может быть, студийных каких-то театров появляется новое искусство. Да? То есть появляются художники, которые все-таки немножко хотят выразить свою точку зрения, и не методом единственным социалистического реализма. Да?
Менялась не только идеология, культура, искусство, но и быт людей. Многие годы Казань и другие города республики существенно отставали от других регионов СССР по развитию коммунально-бытовой инфраструктуры. Даже в столице ТАССР у большинства казанцев удобства были во дворе, что уж говорить о райцентрах. В 1950-е и 60-е годы они были пыльными, неубранными, да и за Казанью закрепилась репутация одного из самых неопрятных городов Поволжья. Но облик ТАССР и прежде всего Казани менялся. На смену помпезному сталинскому стилю со множеством излишеств приходила новая архитектура. И столица советской Татарии была одним из мегаполисов, где быстро приживалось все современное и передовое. Архитектура 60-х годов отражает общие процессы, которые происходили в Советском Союзе. Это эпоха, время надежд, новых свершений. Большая разница с 50-ми годами. Если в 50-е годы основная тема архитектуры – это пафос победы, это сталинский ампир, это попытка выразить в архитектуре ценности исторические стили, классицизм, много декора, много скульптуры. Это такая говорящая архитектура, которая рассказывает языком искусства о свершениях советского народа. Но в 50-е годы, конечно, такими средствами архитектуры не могли решить надвигающиеся задачи времени. Они заключались в том, что жилищный вопрос не был решен, о том, что архитектура городов сохраняла большой процент уже ветхого такого жилищного фонда центральной части, исторической части городов. Поэтому, конечно, не случайно вышел указ Хрущева о излишествах в архитектуре, которые должны были привести к, конечно, более благоприятным экономическим условиям для решения жилищного вопроса. Массовое жилье невозможно было решить другими средствами. Одним из символов новой эпохи 60-х стало здание Казанского государственного цирка. НЛО, инопланетный космолет, летающая тарелка. Именно так называли этот необычный объект. Уникальный проект казанских архитекторов из Института Татгражданпроекта стал одной из главных достопримечательностей и визитной карточкой города. Это одно из крупнейших в мире зданий в форме классической летающей тарелки на 2312 зрителей было построено в 1967 году. И до сих пор удивительно, как виртуозно смогли рассчитать, спроектировать и построить конструкцию, в которой купол лежит на основании и не нуждается в дополнительных опорах. Здание Казанского цирка. Удивительно, насколько смелое это было решение для того времени. Я бы даже сказала, что если бы сегодня такой объект предлагали строить на этом месте, то было бы больше гораздо дискуссий в отношении того, а как же рядом Кремль, а как это, разве можно такую новую архитектуру будущего ставить рядом с Кремлевской стеной. А тогда это сделали, и это оказалось удачно. Это поразительно, насколько не только смело, но насколько талантливо была сделана архитектура этого объекта. Здесь уникальное конструктивное решение уникального инженера, который работал в нашем проектном институте, Татгражданпроект, Берим Осия Иовлевич. Он рассчитал совершенно уникальную конструкцию вот этой тарелки, которая как бы совершенно символизировала такую архитектуру будущего. Архитектор Геннадий Михайлович Пичуев, он разработал саму архитектурную форму, стилистику, поэтому это на все времена гордость Казани и Татарстана. Но главным достижением 60-х годов можно без преувеличения назвать эти типовые пятиэтажки. Такие микрорайоны стали строиться в городах республики, как и страны в целом, с середины 1950-х годов. Они должны были снять остроту квартирного вопроса в СССР.
В Казани, например, обеспеченность жилой площадью составляла 4,7 квадратных метра на одного человека, даже меньше 50% от нормы. Сотни тысяч людей жили в общежитиях, коммуналках, в частных, зачастую аварийных домах, без горячей воды, газа, центрального отопления, с протекавшими крышами и промерзшими стенами. Так существовали целые поколения коренных казанцев до тех пор, пока не появились эти новые дома. В народе их тут же окрестили хрущевками. Массовое жилье невозможно было решить другими средствами. Поэтому, конечно, крупнопанельное жилищное строительство могло решить эти вопросы. Люди вышли из подвалов, люди выходили из переуплотненных коммуналок. Там совсем не было эстетики, никаких не было предпринято усилий с точки зрения хоть какого-то эстетического облагораживания их. Сугубая утилитарность, типизация. Но зато быстрыми темпами, быстрый монтаж таких зданий, конечно, позволял надеяться на решение жилищной проблемы. Это типовые серии жилых панельных домов, они все же постепенно совершенствовались. Понятно, что там было столько недостатков, что 2,5 метра высота комнат, 4,5 метра кухня, объединенные санузлы и 14 метров там общая комната. Это было, конечно, совсем с точки зрения комфорта очень скромно, но люди радовались. И я бы даже сказала, что и сегодня, наверное, люди бы обрадовались, если бы получили такие маленькие квартиры, но бесплатно или по доступной цене. Вставали на древней земле молодые города, молодели старые. Хорошела столица Татарии. Поднимались на ее улицах новые здания, гостиницы, цирк, дворец спорта, дворец культуры, возводились жилые кварталы. Оттепель – это десятилетие свободы и цензуры. Это время возвращения героев и времена расцветания дефицита. Народные стройки, запуск первого космонавта в космос, целина. Многие из нас все еще живут в домах и квартирах, которые мы иронично, но без злости называем хрущевками. Наверное, именно в те годы появилось первое поколение советских людей, которые были внутренне свободны. Шестидесятники, барды, писатели-диссиденты, они как могли отодвигали время застоя. Но это уже совсем другие вехи истории.